ҳар як лаҳзаи кӯдакӣ бо орзу ва умед пур аст. айёме ки ҳар як инсон дар замираш орзуҳои гуногун мепарварад. орзуи номбардорӣ, орзуи баланд бардоштани шарафи ватан дар майдонҳои ҷаҳонӣ. имрӯз мо қиссаи як нафар духтари пурирода ва тавоно Елизавета Стрельниковаро нақл мекунем. сафари варзишии Елизавета бо дастгирии модараш оғоз гардид. модараш аввал ӯро ба балет бурд ва мехост духтараш солим ва қавӣ бошад. вале баъд аз 2 соли машқ Лиза дарк намуд ки санъати балет барои вай мувофиқ нест ва ба олами гимнастикаи бадеӣ ворид шуд. В 4 года меня мама отдала на балет, так как я раньше хотела стать балериной. Сначала мне нравилось, но потом мне разнравилось, потому что я любила танцевать. Потом меня отдали на танцы и пригласили на занятия по художественной гимнастике. В итоге меня отвела мама на художественную гимнастику. Мне очень понравилось. Сразу же я поняла то, что я дальше хочу заниматься этим видом спорта. Вначале она маленькая всегда мечтала быть балериной. Ей нравился балет. Мы ее отвели, ей не понравилось. Потом, она ходила на разные кружки, рисовала, бисер плела, много чего. И в 7 лет нас пригласили на пробный урок, тренировку на художественную гимнастику. Я ее отвела, ей очень понравилось, и вот до сих пор она этим занимается. Лиза пришла ко мне в возрасте 8 лет. Она пришла с мамой. Она сразу отличилась хорошей гибкостью. У нее была гибкая спинка, мягкие ножки, выносливое тело. Вот. И она поразила меня своим упорством, своим целеустремленным характером. Вот. Она пришла 8 лет, это считается поздно для гимнастики, но несмотря на это, благодаря своему упорству и старанию, она быстро начала догонять других девочек, которые пришли пораньше, ее ровесницы. солҳои тӯлонии меҳнат, машқҳои пайваста ва иродаи қавӣ натиҷаи худро доданд. соли 2019 дар мусобиқа дар шаҳри Термез ҳунари худро нишон дода сазовори ҷойи аввал гардид. ин пирӯзӣ барои ӯ қадами устувор ба сӯи саҳнаҳои байналмилалӣ буд. соли 2022 бошад, дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми шарқ ва стораҳои олимпӣ дар шаҳри Фарғона баромад намуда ҷойи дуюмро соҳиб шуд. дар соли 2023 дар мусобиқаи стораҳои баҳорӣ дар Тошканд ва ҳамчунин дар мусобиқаи байналмилалии гумбазҳои кабуд баромад карда ҷойи дуюмро ба даст овард. В 2019 году я впервые поехала на соревнования за рубежом в городе Термез, в
в Узбекистане. Там я тоже выступала без предмета. Конечно же, там я волновалась больше, чем у нас здесь. Но все же я была уверена, что у меня все получится. Я была с мамой, с тренерами, поэтому мне не было так сильно страшно, но все же я волновалась больше, чем на соревнованиях у нас здесь, в Таджикистане. Но я все же была уверена, что я хорошо выступлю, так как меня очень поддерживали. Особенно меня поддерживал мой тренер. Она говорила, что у меня все получится, я все смогу. И вот я вышла на ковер, и у меня все получилось. Выступила я без предмета, хорошо, и заняла первое место. В Термезе мы приехали, как обычно. У них был гоночный день, их прогоняли. На следующий день уже было выступление. Но сказать, что волновалась, она нет. Она всегда, вот все девочки даже там волнуются. Ну, есть девочки, которые очень сильно волнуются, видно. Она нет. Она почему-то в себе уверена. Также я ездила в Ташкент в 2023 году 2 раза. В первый раз мы поехали. Тоже я была с мамой, с девочками и с тренером. Мне очень понравились эти соревнования. И, мне кажется, они прошли довольно хорошо. Я там заняла первое место. Я должна была выступать без предмета. Мы с девочками пришли в зал. Сначала был день, когда мы тренировались. Было опробование, то есть нас прогоняли под музыку. Оно прошло очень даже хорошо. Потом на второй день у нас уже были соревнования. На соревнованиях я не очень сильно волновалась, так как до этого я уже ездила в Узбекистан. И я хорошо выступила, тоже мне очень понравилось. Я заняла первое место. Еще до этого, в 2022 году, в Фергане были международные соревнования. Там я выступала уже с предметом, с булавами и без предмета. Но это, конечно же, сложнее намного, потому что я впервые за рубежом выступала с предметом. И у нас соревнования были в один день. То есть я сначала выступала без предмета, я хорошо выступила. Потом я после нескольких девочек моего года рождения я выступила уже с булавами. Мне тоже очень понравились эти соревнования. Там я заняла второе место. Конечно же, конкуренция была очень сильная. Также в 2023 году осенью, в октябре, мы еще раз поехали в Ташкент. Это были международные соревнования, которые называются «Голубые купола». Там я выступала с обручем и с булавами. В первый день у нас было опробование. Мы делали упражнения под музыку. И во второй день уже были сами соревнования. Мне было уже волнительно, так как я выступала с 2 предметами, а не с одним. У меня было 2 упражнения, 2 абсолютно разных образа. И вечером я выступала с обручем и с булавами также. И я там заняла второе место. елизавета имрӯз чемпиони чандин каратаи ҷумҳурии тоҷикистон буда номзади устоди варзишро сазовор гардидааст. аз инҷост ки тоҷикистонро аллакай дар мусобиқаҳои байналмилалӣ низ муаррифӣ намудааст. Когда она получила кандидата в мастера спорта, никто не ожидал. Честно, это был сюрприз от тренера, от всего состава. Но вот сейчас она идет вперед, хочет быть мастером спорта. Звание кандидат в мастера спорта. Я до этого очень много тренировалась, старалась.
Также с предметами тоже много. Мы учили новых элементов, множество соревнований городских, республиканских. Это был сюрприз, это было очень неожиданно. Я не думала, что у меня когда-нибудь получится завоевать кандидат в мастера спорта. Но объявили то, что мне присвоено это звание. Я была очень рада, моя семья тоже была очень рада. дар сатҳи байналмилалӣ ширкати ӯ дар бозиҳои кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил дар соли 2025 ки дар он намояндагони зиёда аз 10 кишвар иштирок доштанд, як рӯйдоди муҳим буд. Очень важные соревнования проходили в 2025 году, в октябре в Азербайджане. Это, наверное, были самые ответственные мои соревнования. Я выступала с 4 предметами. 2 предмета я делала в один день, а остальные во второй день. Сначала я выступала с обручем и с мячом, а во второй день я выступала с булавами и с лентой. Первый день у нас было опробование. Мы тренировались в этом зале, зал был очень большой, мне понравились эти соревнования также. И с обручем у меня сначала было упражнение, поэтому это было очень волнительно, так как я впервые на соревнованиях такого масштаба была. Но я хорошо выступила с обручем. Далее у меня был мяч. С мячом я волновалась уже немного поменьше, так как я уже выходила до этого с обруча. На второй день у меня были булавы. Это мое любимое упражнение, я с ними выступила лучше всего. И также выполняла упражнения с лентой. У нас были соревнования в 2025 году, октябрь месяц. Это игры стран СНГ в Азербайджане, город Шеки. Проходил турнир тоже. Очень волнительные игры, очень нам понравилось, очень нас красиво там встретили. ҳамчунин худи ҳамон сол Елизавета дар мусобиқаи байналмилалӣ ситораҳои дурахшон дар Тошканд низ шарафмандона ширкат варзид ва маҳорати баланди касбии хешро нишон дод. В 2025 году в городе Ташкент Shining Star назывались соревнования. Это такой крупный турнир, много стран участвовало. Это такие были наши первые старты, очень серьезные. Мы понимали, что это очень ответственно. Ставили задачу просто выступить, не потерять. Она с этой задачей справилась. Мы как бы выступили, показали все, что можем. Задача была выступить. дар гулгаштҳои зебои душанбе Елизавета лаҳзаи таваққуф намуда ба худ иҷозат медиҳад то оромиро эҳсос кунад ва сипоси қалбашро ба ин фазои амн ва муҳити солиму мутамаддин иброз намояд. оромии шаҳр на танҳо зебоӣ, балки сарчашмаи нерӯи рӯҳӣ ва ангеза барои дастовардҳои нав аст. зеро ин осоиштагӣ ки ба ҷавон духтарон имкони рушд ва муаррифии худ дар сатҳи байналмилалӣ медиҳад, барои ӯ арзиши бузург дорад. Занятие художественной гимнастикой, прежде всего для меня это очень важное занятие, так как это мой любимый вид спорта, поэтому мне не тяжело, мне наоборот только в удовольствие заниматься гимнастикой. Это только начало, потому что дальше, я думаю, меня ждет намного больше соревнований, сильнее соревнований, поэтому мне нужно много тренироваться, готовиться и стараться. В этом году тоже мы готовимся к турнирам, пытаемся повысить уровень программы, чтобы программа была более сложная, повысить скорость, качество выступлений. Новую программу где-то нужно заменить программы. Мы уже заменили обруч, скорректировали. Стараемся, чтобы выступления были более высокие.
елизавета аз мураббии худ барои дастгирӣ ва илҳом бахшидан миннатдор аст. дар майдон лаҳзаи тамрин намудани елизавета мо эҳсос намудем ки онҳо ҳамчун оилаи варзишӣ ҳамдигарро дастгирӣ намуда мураббияш кӯшиш бар он равона месозад то тамоми нозукиҳои гимнастикаи бадеиро ба ӯ омӯзонад. У нас такой вид спорта, то есть от твоего морального состояния зависит, как ты выступишь. И если ты выступаешь первый раз, это вдвойне волнительно, и это все равно на гимнасток действует. Когда они слишком сильно переживают, у них все валится, что-то не получается. Вот, и мы стараемся их подготавливать психологически, морально с ними работаем, разговариваем, хотим, чтобы они не переживали, чтобы показывали максимум. Ну, для того, чтобы это все показать, нужно участвовать как можно больше на таких турнирах. Очень волнительно, когда ты выходишь на ковер, много соперниц с разных стран, судьи в 2 ряда, глаза светят, фонари большие, вокруг камеры. Это все, конечно, на них влияет, да, это очень... Мы переживаем сами тоже, тренера очень сильно, наверное, вдвойне, нежели чем наши подопечные. С Лизой мы знакомы с 2023 года. Мы занимались вместе и до сих пор занимаемся, и очень хорошо дружим. Во время тренировок она очень сосредоточенная и не очень общительная, если она тренируется. Когда она уезжает за рубежом на соревнования, я могу ее поддержать, написать ей. Я ей желаю только удачи и здоровья, чтобы она также усердно занималась. дар рӯзгори муосир ки варзиш ба як фарҳанг ва омили пешрафти ҷомеа табдил ёфтааст, духтарони варзишгар бо иродаи қавӣ ва меҳнати пайваста тавонистанд исбот намоянд ки қуллаи комёбӣ танҳо аз они онҳост ки ба худ бовар доранд. Когда она не выигрывает что-то или там, какие-то места дальние, она не расстраивается. Это для нее стимул. Вот это мне в ней нравится. Не то, что она моя дочь. Есть детки прям плачут, особенно она нет. Или она такая по характеру, что она слезу не проронит. Она очень послушна. Ее никто не ругает, она не дает повода. Повода она не дает. У нее это, наверное, и благодаря спорту, благодаря дисциплине. У нее все расписано по часам. Хоть что не говорите, что не делайте, у нее она сделает по своему графику. Даже скажу, идем мы в магазин или погуляем, нет, у меня уроки. У нее очень спортивный характер. Она никогда не расстраивается, никогда не показывает, что расстроилась, не показывает слезы на тренировках. То есть она не перечит, она прислушивается, спокойно, здраво относится к критике. Вот. И у нее, да, у нее есть целеустремленность, есть такая черта, как пахарь. Она пашет на тренировке, отрабатывает, не получается, она работает, пока не получится до победного. елизавета варзишгари наврасе мебошад ки роҳашро ҳеҷ мушкилие боздошта наметавонад. вай бо иродаи қавӣ ва заҳмати пайваста роҳи интихоб кардаи худро идома медиҳад ва кӯшиш дорад ки варзишро ба роҳи зиндагии худ табдил диҳад. мо низ ба ин гурдофарӣ дар фаъолияти варзишиаш комёбиҳои нав ба навро таманно дорем.